32-летний уроженец Чеченской Республики Нурмагомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Мамуев находился на территории Европейского Союза с 2009 года. Последние 9 лет он проживал в Берлине. Жена Мамуева сообщила правозащитникам, что ночью 24 марта сотрудники полиции выломали дверь и увезли мужа, не позволив взять ничего, кроме куртки и обуви. Обратившись на следующее утро в полицейский участок в Берлине, она не получила никакой информации о супруге. И только позже ей сообщили, что Мамуев уже в России. Вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалажах, а уже на следующее утро за ним приехали люди в штатском, которые не предъявили никаких документов и не представились. После того, как родственники позвонили в Урус-Мартановское РОВД и сообщили об этих людях, им ответили, что это сотрудники силовых структур, и Нурмагомеду следует проехать с ними. С тех пор местонахождение Мамуева неизвестно, а родственникам, которые снова обратились в Урус-Мартановское РОВД, ответили, что у них Мамуева нет. Апелляционный суд в Швеции увеличил с 10 до 12 лет срок лишения свободы Руслану Мамаеву, который покушался в феврале прошлого года на жизнь чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Шведская прокуратура назвала причиной нападения на блогера его критику в адрес покойного отца Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. А вот сообщницы нападавшего Эльмире Шапиаевой, наоборот, сократили срок с 8 лет до 18 месяцев. В ходе судебного разбирательства было установлено, что покушение готовилось заранее, и по этому поводу проводились встречи в Грозном и в Москве. Самому Мамаеву за убийство обещали заплатить 60 тысяч евро. Однако теперь, согласно приговору шведского суда, он должен выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон. Против России введены новые санкции, теперь уже Европейским Союзом. Они касаются вице-премьера Чеченской Республики, командира СОБР Терек Абузайда Висмурадова, известного как Патриот, а также бывшего начальника полиции Аргуна Аюба Катаева. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а в случае обнаружения банковских активов на территории ЕС вклады обоих российских чиновников будут заморожены. Напомним, что в феврале этого года Чеченская правозащитная ассоциация Вайфанд обратилась к странам Евросоюза с призывом присоединиться к американским и британским санкциям против Рамзана Кадырова и его окружения. В обращении напоминается о заказных убийствах и покушениях на чеченцев в Европе, за которыми стоят кадыровцы. В официальном письме также обращалось внимание на то, что приближенные Кадырова все еще вольготно чувствуют себя на территории Евросоюза. Неизвестно, повлияло ли как-то это обращение на последнее решение Европейского Союза, однако в любом случае это именно те действия, которые ожидала ассоциация Вайфонд от ЕС, и надеемся, что они не последние в отношении этих и других российских преступников. Тем временем российский чиновник Рамзан Кадыров раздает дорогие подарки спортсменам своего бойцовского клуба «Ахмат». Трое его бойцов получили ключи от автомобилей «Мерседес», которые, по словам Кадырова, предоставлены фондом имени Ахмата Кадырова. В Чеченской Республике ни для кого не секрет, что этот фонд, которым владеет мать Кадырова, финансируется в том числе и за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Дорогостоящие подарки известным спортсменам не очень радуют жителей республики, в которой уровень безработицы, по данным исследования РИА Новости, один из самых высоких среди регионов России. Люди, нуждающиеся в медицинской помощи, часто сами вынуждены объявлять сборы средств на лечение, а некоторые вынуждены жить в вагончиках из-за нехватки средств на приобретение жилья, разрушенного российской армией во время активных боевых действий в начале 2000-х. Напомним также, что в декабре прошлого года бойцовский клуб и фонд имени Ахмата Кадырова попали в санкционный список США в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Чеченской Республике.